Привет! Если вы смотрите это видео, то это потому, что у вас есть божественная цель быть здесь. Более того, вы прибыли в идеальное время, поскольку сегодня мне нужно открыть вам кое-что чрезвычайно важное. В ближайшие 2 часа в вашей жизни произойдет необыкновенное и необъяснимое событие. Обратите пристальное внимание на признаки, которые начнут проявляться. Очень важно, чтобы вы не пренебрегали посланием Бога и не игнорировали это откровение. Чтобы избежать сожалений в будущем, важно, чтобы вы осознавали, что происходит сегодня, явление, превосходящее ваше воображение. Пожалуйста, сохраняйте эту информацию конфиденциальной в течение 7 дней, а в конце мы соберемся вместе в молитве, чтобы проявить благословения, которые материализуются в вашей жизни. Не оставляйте эту возможность незамеченной и не позволяйте ей беспокоить вас в будущем. Всякий раз, когда вы находите слово или фразу, которая резонирует с вами, важно принять ее. Я принимаю всем сердцем, что ты, Отец, немедленно начнешь поток благословений в свою жизнь. Сохраните это видео как завещание, ибо грядущие невероятные благословения бесценны. Пожалуйста, оставляйте здесь свои комментарии, поскольку Бог совершил чудо в моей жизни, чтобы подтвердить вашу приверженность чуду, которое вот-вот произойдет с вами. Добро пожаловать на канал. Сегодня, мой дорогой сын, Бог сказал тебе: «Я прошу всего 8 минут твоего драгоценного времени». За эти 8 минут я улучшу ваше понимание и объясню, почему вам приходится бороться и как оставаться сильным и смелым перед лицом невзгод. Приготовьтесь стать свидетелем необыкновенных событий, происходящих в вашей жизни. Прежде чем пройдут 8 минут, вы почувствуете, что приближается что-то чудесное. Это божественное обещание, которое расцветет на ваших глазах и преобразит каждый аспект вашего существа. Все изменится навсегда, и перемены, которых вы жаждете, ответ, который вы постоянно ищете, вот-вот полностью откроется вам. Помните, до обратного отсчета осталось всего 8 минут, и ваша жизнь изменится навсегда. Так что слушайте внимательно каждое сказанное слово, ведь всего за несколько секунд я раскрою огромную тайну, о которой вы даже не догадывались, которая принесет гордость вашим родным и близким. Ты веришь? Поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий. Я верю в это обещание всем сердцем. Теперь, сын мой, у тебя есть много братьев, которые также являются моими детьми, но каждый из вас уникален и дорог для меня, создан по моему образу и подобию. Аминь. Это правда, что удача все улучшает, и все, чему вы научитесь, будет вознаграждено вдвойне. Оставайтесь с нами, потому что через 66 секунд вы получите уникальный опыт, и если продолжите верить и подойдете к этому со смиренным сердцем, в этот самый момент присутствие Святого Духа окутает вас. Аминь, сын мой. Пожалуйста, сделайте это сейчас. Оставьте это видео как осязаемое доказательство дарованных вам обильных благословений. Не бойтесь, верьте и принимайте каждое слово, показывающее ваше принятие этого дара. Оставьте комментарий: «Я верю в Бога Отца». Твое присутствие здесь уже знак, дочь моя. Знаешь, почему я так сильно люблю тебя, даже когда ты спотыкаешься и грешишь? Ответ может быть не таким, как вы ожидаете, но вы узнаете его в свое время. Так что будьте внимательны и сосредоточьтесь. А пока поймите, что вы один из немногих избранных, которые получат этот подарок. Подарок, который наполнит вашу жизнь огромным финансовым, духовным и любовным процветанием. Теперь позволь мне поделиться с тобой священной тайной, сын мой. Вы один из немногих избранных, кто получит эксклюзивный подарок. Подарок, выходящий за пределы материальных границ.
Станьте свидетелем процветания во всех аспектах вашей жизни, будь то финансовые, духовные или сердечные дела. Это мой дар любви и благодати вам. Пожалуйста, пойми глубину моей любви. Несмотря на твои слабости, ты заслуживаешь моей милости. Любовь, которую я предлагаю, безусловно, и преодолевает ваши недостатки и несовершенства. Сегодня я здесь, чтобы раскрыть масштабы этой любви и то, как она послужит катализатором неизбежных перемен. Подобно быстро текущей реке, мое обильное присутствие наполнит вас жизненной силой. Мое божественное присутствие исцелит вас от всех препятствий, мешающих вашему успеху. Надеюсь, вы получили это уведомление. Теперь оставьте комментарий. Отец, твое присутствие исцеляет меня от всех препятствий на пути к успеху. Давайте продолжим сейчас. Комментируйте меньшим количеством слов, но с большей силой. Бог – мой источник процветания. Я рад слышать ритм радости в твоем сердце, сын мой. Вы не можете этого понять. Теперь нажмите, чтобы узнать новости, которые вы хотите в этом видео. И когда вы произнесете следующую молитву с непоколебимой верой, ключ, который вы выбрали, откроется для вас. Однако, прежде чем молиться о чудесах, вы должны понять несколько вещей. Важно знать, кто запер ключ, и не менее важно научиться всегда его отпирать. Сейчас я открою это вам. Я открою, кто запер ключ, затем объясню, как отпереть чудесный замок, когда пожелаете, и, наконец, научу специальной молитве «Отче наш», открывающей дверь к изобилующему благополучию и чудесам. Вот редко обсуждаемый секрет, который вы откроете сегодня. Можете ли вы представить себе духовный опыт, который не только затронет вашу жизнь, но и воодушевит вас каждую минуту? Слушайте внимательно, как замок вашей жизни откроется, и вы поймете, как позже. Сначала я хочу раскрыть особую тайну, так что будьте внимательны. Сегодня Бог сообщает вам, что это ни с чем не сравнимый преобразующий опыт, который не поддается описанию. Представьте, что вас каждый день вдохновляют благословения надежды и процветания, которые обогащают ваше путешествие. Желание глубокой и значимой духовной трансформации может быть вполне достижимым. Эксклюзивный доступ доступен во время Страстной недели с 24 ноября по 1 декабря. Получите скидку 50%, как дарует вам Бог сегодня, и специальный бонус на первые 50 покупок. Не упустите эту исключительную возможность. Нажмите на ссылку сейчас, чтобы разблокировать духовную трансформацию, которая резонирует с вашим глубочайшим стремлением к большему смыслу. Ваше время пришло. Я здесь, чтобы открыть вам, кто запер дверь, которая иногда, кажется, препятствует потоку благословений в вашу жизнь. Обратите внимание, ведь понимание этой истины станет первым шагом на пути к открытию дверей, которые долгое время оставались закрытыми. Блокировка часто является результатом вашей собственной неуверенности, сомнений, а иногда и отсутствия доверия к моему божественному плану для вашей жизни. Однако даже когда обстоятельства кажутся трудными, я хочу заверить вас, что я, ваш Небесный Отец, никогда не закрывал перед вами дверь. Иногда вы, возможно, отклоняетесь от пути, который я указал для вас. Теперь давайте узнаем, как открыть этот мистический ключ. Ключ в вашей вере, в вашей искренней вере в мою любовь и обещания, заключенные в моем слове. Когда вы осознаете, что я ваш безусловно любящий Отец, вы начнете поворачивать ключ в этом замке. Когда ваша вера совпадает с моей волей, замки открываются, и благословения текут могучей рекой. Сейчас я научу вас особой молитве из молитвы Господней, молитве, открывающей процветание и распутывающей узлы невозможного.
Отче наш, который на небесах, да будет почтено имя Твое. Да придет царство Твое, и да будет воля Твоя, как на земле, так и на небесах. Дай нам сегодня наше ежедневное пропитание, и прости нам наши долги, как и мы прощаем нашим должникам. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки веков. Аминь. Дорогое дитя, эта молитва служит главным ключом, открывающим дверь к обильным благословениям. Держите ее в своем сердце и повторяйте ее всякий раз, когда почувствуете необходимость высвободить волшебство в своей жизни. Знайте, что вы любимы и что двери для вас открыты. Имейте уверенность и двигайтесь вперед с верой. Аминь и еще раз аминь. Сын мой, ты можешь поверить, что этот наш Отец такой же, как тот, который описан в Библии, и ты прав. Эту молитву необходимо произносить каждый день. Он могущественный, поэтому, пожалуйста, оставьте комментарий. Наш Отец обладает великой силой. Теперь посредством этого видео я хочу раскрыть две тайны, которые сегодня вам откроются. Обратите внимание, ведь все, чем я сейчас делюсь, правда, мой дорогой сын. Прежде чем отправиться в это путешествие, я хочу, чтобы вы задумались о пути, который вы уже прошли. Подумайте о трудностях, слезах и испытаниях, с которыми вы столкнулись. Каждый ваш шаг, даже в самые трудные моменты, придавал вам сил и стойкости. Они заложили основу для будущих наград. Помните времена, когда вы чувствовали, что больше не можете этого терпеть. В те моменты казалось, что вся надежда потеряна. Однако посмотрите на себя сейчас, стоящего и подготовленного к тому, что должно произойти. Дорогая, это не случайно. Устойчивость – врожденная способность. Я укреплю тебя и вооружу для преодоления всех испытаний. Моя любовь – это битва не только твоя, но и моя. Как командующий армией, я уже добился победы. Признайте, что все, с чем вы столкнулись и столкнетесь, находится под моим суверенитетом. Вы не одиноки, и триумф уже близок к вам. Примите это необычайное благословение. Здесь вы можете узнать некоторые важные факты о путешествиях за 26 секунд. Также узнайте, кто говорит о вас. Обращайте внимание на знаки и не делайте поспешных выводов, чтобы не пожалеть об этом. Сын мой, сегодня я хочу, чтобы ты выразил благодарность за каждое испытание, которое сформировало тебя, за каждую слезу, которая обострила твое видение. Ибо по моей мудрости все было спланировано именно для этого момента. Когда ты поверил, что больше не сможешь этого терпеть, я был рядом. И когда ты поверил, что у тебя больше нет сил, я поддержал тебя. Мой брат, я рядом с тобой, мой дорогой брат. Я хочу, чтобы ты остановился и прислушался к моему голосу. Это сердечная просьба к вашему сердцу, и я взываю ваше имя. Ты знаешь почему? Потому что ты для меня исключительный и уникальный, и у меня прекрасные планы на твое будущее. Но прежде чем мы пойдем дальше, подумайте о моменте, когда ваша вера была испытана и бремя казалось непреодолимым. В каждый из этих сложных моментов я молча наблюдал и ждал. И вот пришло время пожинать плоды вашего непоколебимого доверия ко мне. Любимый мой, подожди. Слово «подожди» здесь не является пассивным состоянием. Это активная поза, полная ожиданий и веры. Пока вы ждете, будьте готовы к замечательной трансформации, поскольку я собираюсь предоставить все необходимое для улучшения каждого аспекта вашей жизни. Это включает в себя исцеление ваших ран, разрешение ваших проблем и изобилие, которое переполнится во все сферы вашего существования.
Я называю тебя по имени, потому что знаю каждую деталь твоего существа, твои желания, борьбу и мечты. И как любящий отец желаю дать тебе только самое лучшее. Поверьте мне, как никогда раньше, ведь ваше терпение не будет напрасным. Будьте готовы стать свидетелями чудес и испытать полный переворот в повествовании вашей жизни. Всякий раз, когда ты думаешь о том, чтобы сдаться, помни этот самый момент, это обещание, которое я даю тебе прямо сейчас. Ваша жизнь вот-вот наполнится благословениями, которые превзойдут ваше понимание. Сейчас вы активируете силу внутри себя. Сможете угадать, что это? Что ж, оно состоит из 2 букв, и если его применить на практике, может свернуть горы. Вы уже что-нибудь обнаружили по этому поводу? Да, это ваша непоколебимая вера. Но, моя дорогая, прежде чем я открою твои ключи, я хочу, чтобы ты знала, что я здесь, с тобой. Мне надо поговорить с тобой. Вы столкнетесь с битвой, похожей на долину теней. Иногда я слышу печаль в твоем сердце и сомнения, эхом отдающиеся в твоем разуме. Почему кажется, что чего-то не хватает? Почему этот мир наполнен злом и насилием? Я понимаю эти сбивающие с толку сомнения, и сегодня я хочу открыть вам более глубокую истину, которая выходит за рамки простой видимости. Дочь моя, мир не всегда раскрывает свою истинную природу. Под поверхностью идет духовная война между добром и злом. То, чему вы стали свидетелями, это лишь верхушка айсберга. Однако будьте уверены, я все контролирую, и ничто не ускользнет от моего взгляда. Многие из проблем и страданий, с которыми вы сталкиваетесь, являются результатом человеческого выбора, свободы воли, предоставленной каждому человеку. Зло существует, потому что существует свобода воли. Однако даже посреди хаоса я стремлюсь обратить зло в добро, чтобы сохранить свое сердце. Дорогая моя, пойми, что ты здесь для великой цели. Даже несмотря на невзгоды, я формирую ваш характер, укрепляю вашу веру и готовлю вас к вашей великолепной судьбе. Не сдавайтесь вызовам, воспринимайте их как возможности для роста и обучения. Размышляя о том, почему дела обстоят не так, как должно быть, мы часто забываем, что можем быть катализаторами перемен. Я наделил тебя уникальными талантами и способностями. Вместо того, чтобы просто задавать вопросы, спросите себя, как вы можете стать маяком света среди тьмы. Что вы можете сделать, чтобы добиться перемен в своей жизни? Святой Дух, мы молимся, чтобы славный Отец даровал тебе мудрость и откровение, когда ты стремишься познать Его. Надежда никогда не разочарует, поскольку Божья любовь изливается в наше сердце через Святого Духа. Поклоняйтесь в Духе и истине, находя радость в Иисусе, а не мирскую уверенность. Слушайте божественное руководство, данное Духом. Победивших ждет великолепная награда в небесном раю. Дух Божий наделяет нас силой, направляя наши мысли в высшие сферы. Оно позволяет нам говорить с божественной мудростью, превосходящей простое человеческое красноречие. Речь идет не о красоте слов, а о силе Божией. Столкнувшись с проблемами и неопределенностью, не беспокойтесь о том, что сказать. Дух будет направлять ваши слова, потому что через вас говорит Дух самого Отца. Не бойтесь, ибо Царство Божие – это не просто слово, но проявление божественной силы. Бог дал нам дух силы, любви и здравого смысла. Святой Дух наставит вас на всю истину, открывая то, что еще впереди. Дух прославит Иисуса и передаст Его учение. Божья любовь излилась в наше сердце через Святого Духа. Мы больше не осуждены, а освобождены законом Духа жизни во Христе.
Через Духа Бог творит и обновляет жизнь. Его Дух – это драгоценный дар, свидетельство нашего божественного сыновства. Иисус призывает нас доверять Божьему выбору времени, доверять Его обещаниям, ждать Его ответов, верить в Его чудеса, радоваться Его благости и наслаждаться Его присутствием. Если вы приближаетесь к Богу, будьте уверены, что Он приблизится к вам. Утешайтесь тем, что ваше бремя будет снято, и у вас откроются невероятные возможности. Благословения снизойдут на вашу жизнь, и ваш упорный труд принесет свои плоды. Ваша жизнь продолжит улучшаться, и вы добьетесь новых успехов в карьере и отношениях. Введите 1111, если вы любите Иисуса Христа. Даже если в прошлом вам приходилось сталкиваться с битвами, Бог всегда был рядом с вами, идя рядом с вами. Он обещает никогда не бросить тебя и никому не позволит прервать Его отношения с тобой. Господь заявляет: «Я помогу тебе преодолеть твои страхи и заменить их уверенностью». Это время обновления, и Бог вернет все, что враг украл у вас: ваш мир, процветание и чувство направления. Помните, всегда есть надежда на Бога. Ангелы провозглашают, что чудеса скоро украсят ваш дом. Приготовьтесь к лучшим временам, ведь они быстро приближаются. Они хотят, чтобы вы поняли, что они являются посланниками изобилия и благосклонности и желают излить на вас свои благословения. Поклоняйтесь Богу с искренним сердцем и непоколебимой истиной, ибо Он есть Дух. Отец ищет тех, кто поклоняется Ему таким образом. Через Духа мы имеем прямой доступ к Отцу. Мы уже не чужие, а члены Божьей семьи. Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и похвалой. Радуйтесь, ибо Господь есть Бог. Мы Его народ, и мы приходим в Его присутствие с благодарностью и поклонением. Славьте Господа в Его святилище. Хвалите Его на небесах с трубами, арфами и танцами. Хвалите Его от всего сердца вашего, ибо благ Господь. Вам дано обещание Святого Духа. Примите этот дар и наполнитесь Его божественной силой. Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром, если вы верите в силу Святого Духа. Хвала Господу, украшающему себя великолепием и величием, формирующему землю и воды, формирующему горы и питающему все живое. Его творение является свидетельством Его величия. Дьявол, этот хитрый вор, стремится украсть только то, что находит ценность. Поэтому, когда враг пытается украсть у верующего, это явный признак того, что мы обладаем чем-то драгоценным, чем-то огромной ценности. И если вы когда-либо чувствовали, что враг лишил вас чего-то ценного, и если он вторгся в вашу жизнь и украл ваш покой, пришло время занять твердую позицию. Установите предел и верните себе то, что по праву принадлежит вам. Помните, радость Господня – ваш источник силы. Не позволяйте врагу украсть вашу радость и силу. У вас есть сила провести черту. Как написано в Исходе 14 часов 14 минут, Господь будет бороться за тебя, а ты будешь молчать. Что это говорит нам? Это говорит нам о том, что битва принадлежит не только нам. Битву, с которой вы сталкиваетесь, нужно вести с поднятыми в молитве руками, отдав ее высшей власти. Поднятие рук в благодарении и хвале – ключ к победе в этой духовной битве. Просто рассмотрим пример Павла и Силы. Они могут засвидетельствовать, как руки, поднятые в поклонении и хвале, могут призвать могучую силу Божию. Вспомните последний конфликт, с которым вы столкнулись. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы поднять руки? А как насчет текущей битвы, с которой вам предстоит столкнуться, или будущей? Не могли бы вы поднять руки?
Когда мужчина или женщина Божья поднимает руки в духовной битве, они передают борьбу Господу. Помните, Иисус не принес себя в жертву на кресте ради того, чтобы вы жили в страхе, безнадежности и сомнениях. Будьте мужественны и заявите, что ни одно оружие, созданное против вас, не будет успешным. Говори Слово Божие и провозглашай, что доброта и милосердие обязательно будут сопровождать тебя во все дни твоей жизни. Утвердите, что Господь – ваш пастырь, и вы ни в чем не будете нуждаться. Другими словами, вы не будете нуждаться. Я пришел к пониманию силы слова «нет». Наступил момент, когда меня поглотила усталость, уставшая от дьявольской лжи, и я почувствовала себя неадекватной, неполноценной и недостойной. Однако, углубившись в Божье Слово, я осознал, какой властью и силой я обладаю через имя Иисуса, Его кровь и Святого Духа. В тот день, когда я осознал силу внутри Иисуса, я начал говорить «нет». Я больше не порабощен страхом. Я дитя Божье. Я отказываюсь быть пленником мыслей и чувств неполноценности. Меня более чем достаточно, потому что я могу достичь всего через Христа, который укрепляет меня. Я научился говорить «нет» дьяволу, чтобы защитить свой дом, свою семью и свой мир. Не позволяйте врагу войти в вашу жизнь и сеять хаос. Скажи «нет» во имя Иисуса. Возможно, это маленькое слово, но когда вы понимаете, как его использовать, оно становится могущественным. Как написано во Второзаконии 3 часа 22 минуты, не бойтесь их, сам Господь, Бог твой, будет сражаться за тебя. Так что скажите «нет» страху и перестаньте сражаться в одиночку. В послании к римлянам 8 часов 37 минут провозглашается, что мы побеждаем благодаря любви Христа к нам. Отвергните поражение и разочарование. Откажитесь подчиняться вызовам, испытаниям и атакам дьявола. Научиться говорить «нет» значит расставить приоритеты. В сутках всего 24 часа, и вы должны решить, что действительно важно. Является ли Бог вашим главным приоритетом? Мы, люди, обладаем ограниченными ресурсами и не можем всему сказать «да». Крайне важно признать, что ответ «да» вредит нашей вере, семье и здоровью. Не на все телефонные звонки нужно отвечать и не на все мероприятия нужно присутствовать. Наши отношения с Богом должны быть на первом месте в списке наших приоритетов. Молитесь о развлечениях, чтобы знать, когда сказать «нет». Скажите «нет» отвлекающим факторам и действиям, которые отвлекают вас от присутствия Бога. Когда вы говорите «нет», вы говорите «да», чтобы укрепить свои отношения с Господом. Помните, что слово «нет» обладает невероятной силой. Используйте его с умом, и пусть это слово обогатит и спасет вашу жизнь. Скажите «нет» всему, что мешает вашему хождению с Богом, и примите мир, который последует за этим. Небесный Отец, я прихожу к Тебе с сердцем, переполненным благодарностью и глубоким желанием Твоих благословений. Ваше присутствие в моей жизни приносит постоянное утешение и силу, и я каждый день ищу Вашего руководства и благосклонности. Я смирен Вашей безграничной любовью и прошу Вас осыпать меня благословениями каждый день моей жизни. Стоя перед Тобой, я восхваляю Твое святое имя, ибо знаю, что Ты верный Бог, благословляющий тех, кто любит и ищет Тебя. Благодать Твоя, Господи, подобно лучезарному свету, рассеивающему тьму и согревающему души наши. Ты мой кормилец, источник всех благ. Твое слово заверяет меня, что Ты восполнишь все мои нужды согласно Твоему славному богатству во Христе Иисусе. Я прошу обильных благословений в своей жизни каждый день.
Я молюсь о Твоей божественной защите, чтобы Ты мог сорвать планы врага, который стремится украсть мою радость, мои благословения и мой внутренний покой. Я заявляю, что останусь воодушевленным, потому что нет никого, кто мог бы поднять мой дух, как Ты. Господь, наполни мою жизнь бесчисленными благословениями, ибо я постановляю, что все, что я делаю, и каждое предприятие, которое я предпринимаю, будет процветать. Даруй мне благосклонность в глазах тех, кто должен помочь мне в моем пути. Восстанови всю утраченную честь, которую враг злонамеренно отнял у меня. Я молюсь о вашем божественном умножении, прося вас умножить плоды моего труда. Взгляни сверху вниз и одари свои небесные благословения моей жизнью, сделав меня каналом, по которому Твоя любовь, мир и радость текут к другим. Направь мои шаги, Господи, туда, где я смогу быть благословением для нуждающихся. Пусть мои слова вдохновляют и воодушевляют других, говоря правду с любовью. Я умоляю вас увеличить свое присутствие в моей жизни, чтобы благословения, текущие через меня, могли приблизить других к вашим любящим объятиям. Твое слово в Псалме 30:19 возвещает об изобилии добра, которое Ты приготовил для боящихся Тебя, и я один из Твоих верных детей. Господь, благослови меня силой встречать каждый новый день и преодолевать любые трудности, которые он может содержать. Я вечно благодарен за бесчисленные благословения, которые вы мне дали, особенно за дар жизни. Твое слово в Псалме 34:8 приглашает нас вкусить и увидеть, что Ты добр, уверяя нас, что боящиеся Тебя ни в чем не будут нуждаться. Я преклоняюсь перед Вашей добротой и прошу милости оставаться Вашим смиренным слугой, получая Ваши благословения на протяжении всей моей жизни. Небесный Отец, я доверяю свою жизнь Твоим любящим рукам, каждый день ищу Твоих благословений, благосклонности и руководства. Я верю в Вашу бесконечную любовь и милосердие и прошу Вашего постоянного присутствия и защиты на моем пути по жизни. Пусть Твои благословения обильно обрушатся на меня, и пусть я буду сосудом Твоей благодати, принося любовь, мир и радость окружающим. Во имя Твое святое я молюсь. Аминь. Небесный Отец, начиная новый день, мы ищем Твоего прибежища и убежища. Вы наше убежище, и под Вашими любящими крыльями мы находим утешение. Защити нас от бурь, которые могут встретиться на нашем пути, и защити нас от оставшейся тьмы. Милостивый Отец, мы просим Тебя о божественной защите нашей жизни и семей. В мире, полном хаоса и тех, кто не защищает веру, мы просим Вас окутать наши семьи своими защитными объятиями. Мы благодарны за непоколебимую любовь, которая связывает нас с Вами, нашим величайшим кормильцем и хранителем. Дайте нам силы и укрепите нас против врага, который пытается подорвать наши путешествия. Даруй нам проницательность, чтобы распознавать духовные атаки, и вооружи нас доспехами Твоей благодати. Распространите свою неусыпную заботу на наши семьи и на всех, кто является частью тела Христова, укрепленного властью и искупительной кровью Иисуса. Перед лицом невзгод мы стоим твердо, заявляя, что никакая тьма не сможет одолеть нас, поскольку мы защищены ее великой силой. Мы благодарим Вас за Вашу постоянную защиту, ибо Вы – наше прибежище, щит и защитник. Господь Иисус, дай жизнь нашему духу, изгоняя все тени из нашей жизни. Мы молимся о проницательности, которая поможет преодолеть козни наших врагов и оставаться верными истине. Небесный Отец, мы вечно благодарны за Твое бдительное око и Твою непоколебимую руку, которая хранит нас. Ты – наша сила, и мы доверяем Тебе превратить неудачи в благословение, когда мы находим прибежище в Тебе, нашем Спасителе. Мы ищем Вашего прибежища, щита и святилища.
Пусть ваши небесные посланники защитят нас от всякого зла. Мы призываем вас разрушить заговоры наших врагов, превратив их планы в инструменты вашей божественной цели. Мы призываем защитную мантию драгоценной крови Иисуса над нашими домами и благодарим Тебя, Господь, за Твое постоянное сохранение, даже в неизвестные нам времена. Мы указываем сердце, полное поклонение, как у Давида, чтобы мы могли жить в Его присутствии вечно. Мы жаждем благодати поклоняться Тебе в духе и истине и просим Твоего величайшего руководства во всех наших начинаниях. Да защитишь нас от рук злых и жестоких, охраняя врата наших душ. Спрячь нас в своем святилище во времена тьмы. А Господь, будь всегда рядом с нами, направляя нас и защищая нас от всех демонических атак. Мы призываем драгоценную кровь Иисуса покрыть всю нашу семью. Мы благодарны за вашу постоянную защиту и спасение от невидимых опасностей. Отец, даруй нам сердце поклонения, соединив нас с Духом Давида, чтобы мы могли обитать в Его присутствии вечно. Мы смиренно ищем благодати поклоняться Вам в Духе и истине, прося Вашего руководства и роста во всех аспектах нашей жизни. Защити нас, Господи, от коварных и жестоких сил, стоящих на страже у врат душ наших. Сохраните нашу жизнь и защитите наше физическое и эмоциональное благополучие. Даруй нам силы во времена опасности. Мы просим Тебя защитить наше сердце от горечи и боли, направляя и защищая нас от нападок врага. Пусть драгоценная кровь Иисуса покроет нас, и пусть Его мощные крылья защитят нас. Иди пред нами, Господи, устранив любую угрозу нашей жизни. Его Слово уверяет нас, что те, кто обитает в тайном месте Всевышнего, будут обитать под сенью Всемогущего. Храни нас, Господи, и будь нашим вечным хранителем, защищая нас от злых сил, стремящихся навредить нам. Мы указываем присутствие ваших божественных ангелов, чтобы они следили за нашей жизнью во имя вашего Небесного. Мы молимся о защите и просим вашего божественного вмешательства. Мы рассчитываем на то, что Ты, Всемогущий, будешь сражаться в наших битвах и превратишь препятствия в ступеньки. Ты наша сила, убежище, щит и святилище. Господи, будь нашим защитником и защитником. Мы просим кровь Иисуса покрыть весь наш дом. Мы благодарим Вас за то, что Вы всегда защищаете нас от невидимых опасностей, которые могут угрожать нашей судьбе. Мы отменяем все несчастья, заявляя о Твоем обещании вести наш путь. Даруй нам сердце поклонения, как у царя Давида, чтобы мы могли обитать в Твоем присутствии вечно. Даруй нам благодать поклоняться Тебе в духе и истине, и пусть Твоя защита распространится на каждый аспект нашей жизни. Сохрани нас от рук нечестивцев, стоя на страже у врат наших душ. Когда мы взываем о защите, Господь, будь нашим Спасителем. Сохрани нашу жизнь и защити нас от вреда. Позаботьтесь о наших физических и эмоциональных потребностях, давая нам силы во времена опасности. Защити наше сердце от горечи и боли, направляя и защищая нас от всех бесовских нападок. Пусть драгоценная любовь Иисуса защитит нас, и пусть Его могущественное присутствие защитит нас. Направь нас, Господи, и удали любые опасности из нашей жизни. Мы верим в Его обещание о том, что обитатели тайного места Всевышнего найдут убежище под сенью Всемогущего. Храни нас, Господи, и будь нашим вечным хранителем, защищая нас от лап нечестивых. Небесный Отец, сегодня мы смиренно предстаем перед Тобой, прося Твоей непоколебимой защиты над нашими семьями, друзьями и близкими.
Бог говорит с тобой сегодня, мое дорогое дитя. Следующие 5 минут имеют решающее значение для тебя и могут оказать существенное влияние на твою жизнь. Пожалуйста, посмотрите это видео полностью, не пропуская, иначе вы можете пропустить некоторые особые благословения, которые я приготовил для вас. Помните, что Бог подобен заботливому и сострадательному Отцу, который всегда рядом, чтобы утешить вас. Он преображает вашу жизнь, превращает ваши слезы в улыбки и ведет вас к успеху и изобилию. Бог обещает вернуть годы, которые враг отнял у вас. Трудные времена будут компенсированы благословениями, превосходящими ваши самые смелые мечты. Идеальный партнер появится на горизонте не благодаря вашим собственным усилиям, а благодаря безмерной благодати и любви Бога. Господь объявляет, что на этой неделе все, к чему вы прикоснетесь, будет успешным. Это благословит ваши отношения, финансы, здоровье и бизнес. Вы испытаете мир, исцеление, чудеса, радость и благосклонность, как никогда раньше. Сегодняшний день знаменует собой начало новой эры, наполненной обильными благословениями. Введите 222, если с этого момента вы хотите мира и счастья в своей жизни. Господь заявляет: «Я здесь, чтобы исцелять, восстанавливать и восстанавливать». Страдаете ли вы физически, эмоционально или духовно, независимо от того, насколько глубоки ваши раны, Он может облегчить вашу боль и принести исцеление. От злых замыслов, желающих причинить вам вред, вы будете защищены небесным щитом, руководимым божественной мудростью. Еще хорошие новости. Бог удовлетворит ваши финансовые потребности, а также позаботится о ваших физических потребностях, восстановит то, что вы потеряли, и исцелит вашу боль. Будущее полно благ и благословений. Просто примите Иисуса своим Спасителем. Независимо от того, с какими проблемами вы столкнетесь в эти выходные, помните, что Бог больше, чем все, с чем вы столкнетесь. Доверьтесь Ему и доверьтесь Его силе, а не своей собственной. Отдайте все свои тревоги, сомнения и страхи Богу, когда вы чувствуете себя подавленным. Он без труда справится с ними. Дорогой Небесный Отец, сегодня я смиренно предстаю перед Тобой с сердцем, полным благодарности. Благодарю Тебя, Создатель всего, за драгоценный дар жизни. Каждый мой вздох – это напоминание о Твоей божественной милости, и за это я вечно благодарен. Я стремлюсь к Вашему присутствию с глубоким чувством цели, признавая привилегию служить Вам. Я прошу Тебя, дорогой Господь, даровать мне силы и мудрость, чтобы противостоять вызовам, которые приносит этот новый день. Пусть я буду вооружен стойкостью для преодоления препятствий и проницательностью для принятия мудрых решений. Отправляясь в это путешествие, я веряю безопасность и благополучие моих близких в Ваши любящие руки, прося их защиты от вреда. С непоколебимой верой я доверяю Вашему руководству и обеспечению, зная, что Вы – постоянный спутник на протяжении всего моего жизненного пути. Во имя Иисуса я завершаю эту молитву искренней надеждой, что Ваше присутствие и благословение осветят мой путь. Аминь. Мужчины, жизненный опыт, каждый момент, сформировавший вас, были тщательно спланированы подготовкой к следующей главе. Доверьтесь процессу жизни, разворачивающемуся перед вами. Примите неизведанное, сказав громкое «да», подтвердив, что вы станете воплощением потенциала и свидетельством необыкновенного. Чудо ждет вас, и оно для вас. Приготовьтесь получить этот божественный дар, набрав 1111, чтобы обозначить свою готовность. Вскоре вы будете поражены благословениями, которых так жаждали. Вы поймете, что получили больше, чем когда-либо осмеливались просить. Этот следующий прорыв –
является свидетельством безграничной силы Бога, напоминая вам, что невозможное находится в пределах Его досягаемости. Притчи 16:9 напоминают нам, что хотя мы и можем строить планы, именно Господь определяет наши шаги. Поэтому доверьтесь Его божественному плану. В послании к римлянам 15 часов 13 минут говорится: «Пусть Бог надежды наполнит вас радостью и миром, если вы уповаете на Него». Позвольте Его присутствию наполнить вашу жизнь и принести вам необходимую надежду через силу Святого Духа. Иоанна 1 час 12 минут подчеркивает истину о том, что все, кто верят и принимают Его, имеют привилегию стать детьми Божьими. Ваши мечты становятся ближе, но Вселенная просит вас освободиться от бремени, связанного с вашими финансами. Верьте, что все складывается в вашу пользу. Введите 222, чтобы согласиться, продемонстрировав свою готовность без беспокойства ожидать Бога, доверяя Его божественному плану. Время вашей жизни идеально подходит для проявления чего-то экстраординарного. Воспользуйтесь этим моментом, набрав 1111 как подтверждение вашей веры в божественное время. Точно так же, как Иеремия молился о божественном руководстве, ищите мудрости Господа во всех своих решениях и путях. Пусть Его руководство приведет вас в правильном направлении. Подтвердите свою веру в божественный план, набрав 1111, подтверждая свою веру в Божье время. Помни, дорогая душа, что не наше дело судить других, особенно когда дело касается боли, которую мы не испытали. Вместо этого позвольте сочувствию и пониманию направлять ваше взаимодействие с теми, кто молча несет ваше бремя. Привет! Специально для вас у нас есть несколько интересных новостей из космического мира. Итак, представьте себе, существует группа невероятно внимательных духов-хранителей, которые постоянно наблюдают за вами и наблюдают за тем, как вы проживаете свою жизнь. У них есть послание для вас, и вы не поверите, что происходит в последнее время. За последние 5 дней к вам был назначен божественный посланник с важной миссией. Видите ли, есть сложная привычка, с которой вы боролись, и которая удерживает вас от вашей истинной цели. Эта привычка слишком много думать. Вы знаете, когда ваш разум погружается в негативные мысли и беспокоится о прошлом, будущем и о том, что о вас думают другие. Это как зыбучий песок для вашего счастья и благополучия. Но не волнуйтесь, божественное вмешательство здесь, чтобы помочь вам. Это небесное существо наблюдало за вами, становясь свидетелем того, как чрезмерное мышление повлияло на ваше счастье и душевное спокойствие. Хорошая новость в том, что вы не одиноки в этой борьбе. Многие из нас попадают в ловушку чрезмерного мышления. Чрезмерное мышление не только крадет ваше душевное спокойствие, оно также усиливает беспокойство, стресс и усугубляет ваши проблемы. Это как вакуум для творчества и счастья. Но тут на помощь приходит небесный посланник. Это небесное существо обладает силой освободить вас от хватки чрезмерного мышления, вернув ясность, мир и удовлетворение в вашу жизнь. Они действительно понимают вас, ваши потребности, ваши мечты и проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Они здесь, чтобы отпраздновать ваши победы, утешить в трудные времена и мягко направить вас в правильном направлении. Так каков их план? У них есть 2 основные цели. Во-первых, цель – напомнить вам о вашей потрясающести. Вы уникальное и ценное создание, заслуживающее счастья и любви, независимо от вашего прошлого. А во-вторых, они хотят, чтобы вы перестали беспокоиться по мелочам. Те маленькие неудачи, о которых вы зацикливаетесь. Не стоит жертвовать своим счастьем.
Вместо этого сосредоточьтесь на общей картине жизни и начните считать свои благословения. Чтобы полностью принять эту небесную помощь, вы должны отказаться от негативных моделей мышления. Перестаньте пытаться все контролировать, освободитесь от прошлых ошибок и отпустите тревоги о будущем. Примите настоящее, доверьтесь великому плану и станьте свидетелем трансформации своей жизни. Это ваша возможность освободиться от чрезмерного мышления и обрести покой и счастье. Позвольте сияющей любви и водительству этого небесного посланника влиться в ваше сердце и душу. Доверьтесь их мудрости и отправляйтесь в путешествие к жизни, наполненной миром, ясностью и безграничной радостью. Бог с ним. Бог говорит: «Я здесь, рядом с тобой, готовый протянуть тебе руку помощи». Когда ты поймешь это, волна спокойствия захлестнет тебя. Дни твоей печали подошли к концу, и твое отчаяние прошло. Прошлого. Тебя ждут ласка и нежность. Открой свое сердце и свою жизнь моему присутствию и любви. Пойми, что никто не сможет любить тебя так глубоко, как я. Я хорошо знаком с колебаниями вашего сердца и мыслями, которые проходят через ваш разум. Иногда твоя боль настолько глубока, что ты думаешь о том, чтобы сдаться. Но прошло много времени с тех пор, как вы почувствовали желание встать и встретить новый день, полный надежд и радости. Найдите минутку, чтобы закрыть глаза, положить руки на грудь и почувствовать, как я наполняю вас любовью, подлинностью и миром. Я внимателен к вашим молитвам во времена скорби. Вскоре ты увидишь, как я освобождаю тебя, укрепляю и возвышаю тебя своей любовью и силой. Люби меня, ищи меня, преклоняй колени передо мной и твердо стой в своей вере. Ты сталкиваешься с бесчисленными испытаниями, но я делаю тебя сильнее. Вас окружают невзгоды, но ваша вера позволяет вам быть стойкими. Не бойтесь своих скорбей, лицом к лицу со своей борьбой и битвами. Не спускайте глаз с моих обещаний и слов, ибо они поднимают ваше сердце. Среди жизненных бурь ты обратился ко мне за помощью и руководством. Когда ты услышишь мой голос, хаос и суматоха утихнут. Я укреплю ваш дух, прочно закрепив вас, чтобы вы могли стойко противостоять вызовам этого мира. Поднимите паруса своего корабля и смело отправляйтесь в новые приключения. Даже если бурное море может испытать ваше желание препятствиями и оскорблениями, сосредоточьтесь на мне, моей любви и моей силе. Потому что я твой прочный фундамент. Могут быть моменты, когда бремя, которое вы несете, кажется непосильным. Но я обещаю помочь тебе их перенести. Будьте терпеливы и не сдавайтесь, потому что сила, которую я даю вам сегодня, подготовит вас к завтрашним испытаниям. Те, кто принимает негатив, отвергает мою истину и высмеивает любовь, стремящуюся исцелить и спасти их. Те, у кого нет смелости поверить в истинного Бога, не получат благословений, которые я приготовил для тех, кто верит в меня. Ищи мое. Вы должны верить, что стресс и тревога, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, не могут сравниться с радостью, которую вы почувствуете, когда придут долгожданные благословения. Я никогда не бросал тебя в моменты твоей слабости. Я заменил твою тоску радостью. Если вы ищете меня каждый день, если вы находите утешение в моем присутствии, если вы возносите искреннюю хвалу в минуты поклонения, если вы взываете ко мне всей своей душой, верьте, что я услышу вас и подниму вас на новые высоты. Вы почувствуете прилив сил, с радостью оглянетесь назад и поймите, что все это того стоило. Ты выбрал меня своим Богом, своим царем и своим господином. Я прекрасно осведомлен обо всем, что происходит в вашей жизни,
и разделяю ваши эмоции. Когда ты доверяешь мне свою жизнь, передавая свое будущее и свои планы в мои руки, на небесах царит радость. Я посылаю ангелов помочь вам. Я решу ваши проблемы не вашей собственной силой или знаниями, а своим духом и силой. Вы выйдете победителем из любой ситуации, потому что я поддерживаю и благословляю тех, кого люблю. Передайте мне свою печаль, сомнения и страхи, и смело двигайтесь вперед. Не тратьте свою жизнь на обиды, гнев, ненависть, зависть или отсутствие прощения. Я обновляю ваше сердце, и этот период кризиса подходит к концу. Вас ждет новый сезон божественного благоволения, и я осыпаю вас самой чистой любовью, которую только можно вообразить. Эта любовь рассеет вашу печаль и наполнит вас огромной радостью. Пока вы слушаете меня сейчас, мы вместе отправимся в путешествие, чтобы полностью изменить вашу жизнь. Вы станете источником благословений для своей семьи и примером для окружающих. Вставайте и вступайте в бой, ведь победа уже за вами. Аминь. Иисус заявил: «Я твой Отец, Создатель огромной Вселенной и всего живого в ней. Я сила, гармонично управляющая движением творения, и безграничная любовь, которая направляет каждое существо. Среди них ты мой самый драгоценный и любимое творение. Крайне важно, чтобы вы поняли, что никто не может причинить вред моим детям. Любая попытка сделать это встретит мою божественную силу и праведный гнев. Хотя я любящий Бог, я также защищающий и справедливый Бог. Те, кто стремится причинить вам вред, должны сначала столкнуться с моим щитом любви, моей сверхъестественной силой и моим божественным руководством. Всегда помните, даже когда вы чувствуете себя одиноким, я рядом с вами. Вы можете полностью доверять мне, потому что я ваш защитник и спаситель. В мире, в котором вы живете, могут существовать люди со злыми намерениями, стремящиеся причинить вам вред, как физический, так и эмоциональный. Не волнуйся, никто не сможет причинить тебе вред, не поговорив предварительно со мной. Я непоколебимый щит, защищающий тебя от темных сил, окружающих тебя. Я наблюдаю за каждым твоим шагом и веду тебя к свету. Всякий раз, когда вы чувствуете себя потерянным или напуганным, просто попросите меня о помощи, и я буду рядом, чтобы поддержать и защитить вас. Те, кто попытается причинить вам вред, столкнутся с моим праведным гневом, ибо я не только любящий Бог, но и тот, кто требует уважения и справедливости. Я ваш непоколебимый защитник, и с моей бесконечной любовью, сверхъестественной силой и божественным руководством ничто и никто не может изменить тот факт, что вы совершенно такими, какие вы есть. Моя безусловная любовь остается непоколебимой, и если кто-то попытается причинить тебе вред, помни, что никто не может прикоснуться к тебе, не встретившись со мной лицом к лицу. Доверься мне, верь в мою любовь и позволь мне вести тебя в полную и изобильную жизнь, которую я приготовил для тебя. Ты свет в моих глазах, и я всегда буду защищать тебя, чтобы жизнь не преподнесла тебе на пути. Я никогда не брошу тебя, даже когда кажется, что все потеряно. Во Вселенной нет силы, которая могла бы разлучить тебя с моей любовью. Вдохновитесь историей Иова, который остался нетронутым даже в своих страданиях. Точно так же никто не сможет причинить вам вред. Я провожу вас через испытания и невзгоды жизни, показывая вам путь к свету. Временами это может показаться трудным, но никогда не теряйте надежды, ведь я всегда рядом, поддерживая и защищая вас. Доверьтесь моей бесконечной любви, божественной мудрости и сверхъестественной силе. Я Создатель Вселенной, Хранитель жизни и силы, объединяющая все в этом мире.
темные силы могут попытаться причинить вам вред, принимая разные формы, но вы никогда не одиноки. Я всегда рядом, защищая тебя и сохраняя твою безопасность. Какой бы темной ни была ночь и какой коварной ни была дорога, никогда не колебайтесь в своей вере, ибо я никогда не позволю никому причинить вам вред. Неважно, что говорят или делают другие, никогда не позволяйте им заставить вас чувствовать себя хуже. Ты мое самое драгоценное и любимое творение, и ничто в этом мире не сможет этого изменить. Сын мой, знай, что я твой защитник, даже посреди глобального хаоса. Приходите ко мне со всеми своими заботами, и я дам отдых вашей душе. В трудную минуту я непоколебимая скала, на которую можно положиться. Сегодня я приглашаю вас идти со мной в свете истины. Хотя вопрос может оставаться, часто ответ кроется в более глубокой связи с самим собой. Давайте вместе пройдем через загадки жизни и вместе преодолеем все испытания. Сынок, поверь мне, ты не один, и со мной рядом с тобой невзгоды превратятся в возможности. Божьи возможности приходят к тем, кто ищет меня, сынок. Ты чувствовал биение моего сердца, спокойствие внутри бури. Нечего бояться, даже когда беда стучится в твою дверь. Сегодня я хочу открыть вам, что мои благословения выходят за рамки духовной сферы, они также охватывают финансовые аспекты вашей жизни. Как сказано в Малахии 3:1, «Принесите свои десятины в мой храм, и я открою небесные шлюзы, изливая столь великие благословения, что у вас не будет места, чтобы их вместить». Воспользуйся возможностью проявить щедрость, и я сдержу свое обещание, сынок. Финансовые благословения часто замаскированы под возможности. Это может быть новая работа, бизнес-идея или даже прощение тяготившего вас долга. Когда появятся такие возможности, примите их с радостью. Радость – это форма благодарности, а благодарность создает благодатную почву для моих благословений. Радуйтесь, ведь то, что вас ждет, изменит вашу реальность. Откройте свое сердце этой молитве о вашей финансовой жизни. Господь Бог процветания и изобилия, я прихожу к Тебе с сердцем, полным благодарности. Я ценю все ресурсы, которые Вы мне доверили. Сегодня я изложу вам свои финансовые проблемы. Я прошу благословений во всех сферах моей жизни, связанных с финансами. Помогите мне осознать возможности, которые Вы открываете передо мной. Даруй мне мудрость, чтобы справедливо и мудро распоряжаться ресурсами, которые Ты мне доверяешь. Если есть долги, которые нужно простить, заранее благодарю вас за ваше щедрое прощение. Пусть каждая копейка, проходящая через мои руки, будет благословлена, умножена и использована для вашей славы. Откройте врата рая для моей финансовой жизни, как Вы и обещали, чтобы я мог быть каналом благословений для других, разделяя щедрость, которую Вы изливаете на меня. Во имя Иисуса, моего Спасителя, аминь. Мы возвышаем свой голос во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь, да здравствует воскресший Иисус Христос. Если ваша вера непоколебима и вы верите в проявление благословений, поделитесь с нами своей благодарностью сегодня и всегда, Отец. Поделитесь этим видео с друзьями и семьей. Вместе мы повлияем на миллионы сердец, если вы поделитесь ими. Говори то, что Бог говорит тебе сегодня. Не игнорируйте это. Мы с нетерпением ждем возможности стать свидетелями благословений, которые расцветут в вашей жизни. Не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы получать больше подобных благословений. Пусть Божья любовь и благодать всегда сопровождают вас в вашем путешествии. Слава Господу нашему Иисусу Христу! Аминь.
На вашем экране появилось 2 видеоролика. Если кто-то привлечет ваше внимание, не стесняйтесь. Нажимайте play и смотрите до конца, даже если вы уже видели это раньше. Благословения умножаются, когда вы смотрите его снова. Аминь. Увидимся в следующем видео.